В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Завтра возобновят работу кинотеатры. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать и что в прокате? Герои нашего времени в Якутске наградили добровольцев, которые помогали людям во время пандемии. Как стать участником программы «Ипотека под индивидуальное жилищное строительство» и станет ли она более доступной? Ответы в этом выпуске. Связь в Якутске восстановлена после сбоя в работе мобильной сети. Она произошла из-за аварии на магистральной линии компании ТТК. Как сообщил министр инноваций региона Анатолий Семенов, сейчас все сервисы работают в штатном режиме. Напомню, сегодня в первой половине дня у абонентов компании ТТК, а также сотовых компаний «Мегафон», «Йота» и МТС отсутствовала связь. Кинотеатры Якутии готовятся к открытию. Из-за пандемии коронавируса они не работали целых 7 месяцев. И вот, наконец, долгожданная встреча с посетителями. Вновь посмотреть кино на большом экране жители республики смогут с завтрашнего дня. Однако необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Например, кинозалы разрешили заполнять только наполовину. Мы полностью готовы, рециркуляторы куплены, все уже установлено, дозаторы, значит, с антисептиками тоже присутствуют в помещении, да, то есть зрителей просим, конечно, при себе иметь перчатки, маски, это обязательно. Будут измеряться температуры наших посетителей, тоже, чтобы, не дай бог, да, человек с температурой прошел и заразил, значит, зрителей. Поэтому как бы мы очень заботимся о здоровье наших зрителей, ну и, конечно, о качественной работе кинотеатра. Первый фильм, который увидят зрители – «Довод» кинорежиссера Кристофера Нолана. Также к осеннему прокату готовятся многие другие премьеры мирового и российского кинематографа, в том числе и несколько картин якутских кинорежиссеров. 69 случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. Это данные регионального оперштаба. Больше всего заболевших в столице – 34 человека. Далее идет Мирнинский район. Там 10 новых случаев. В Мегино-Кангаласском – 9, в Верхневилюйском и Хангаласском – по 5. Также 3 случая зафиксированы в Имиконском районе, 2 в Нерюнгринском, 1 в Усть-Майском. Все ближайшие контакты инфицированных выявлены и изолированы. За минувшие сутки от COVID-19 скончался 1 человек. В Якутске наградили добровольцев за их деятельность в период распространения коронавируса. Благодарственные письма и памятные подарки получили 30 волонтеров, которые ежедневно помогали нуждающимся в трудные дни. В основном добровольцы приносили медикаменты и продукты питания пожилым людям. В Министерстве по делам молодежи Якутии отметили, что благодаря работе волонтеров удалось постепенно стабилизировать ситуацию с коронавирусом. За весь период пандемии более 2000 якутян вступили в ряды волонтерского движения. Ну, в принципе, нормально работалось. Не очень трудно. А так, в день примерно по 10, по 12, там, по 15 заказов было. Предоставляли им медикаменты, питание, продукты питания. И, ну, по дому там что-нибудь помогали. В огороде там что-нибудь подкопать, мусор выносили там и так далее. Работа системы 112 в Якутии получила положительную оценку МЧС России. На этой неделе в режиме видеоконференции прошло совещание с органами исполнительной власти всех регионов страны. Система 112 работает на всей территории республики с января прошлого года. За все это время было принято свыше 560 тысяч вызовов. А во время пандемии по номеру 112 был организован прием звонков по вопросам коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что вызвать экстренную службу по номеру 112 можно даже при нулевом или отрицательном балансе, а также при отсутствии сим-карты на телефоне. Президентские выплаты детям от 3 до 7 лет уже получили порядка 38 тысяч детей Якутии. Общая сумма направленных пособий более 2,5 миллиардов рублей. На такой вид помощи могут претендовать те семьи, у которых доходы на одного члена семьи меньше величины прожиточного минимума на душу населения. Размер выплат соответствует величине прожиточного минимума
установленного в регионе за второй квартал прошлого года. Так, в этом году в первой зоне, куда входят северные районы, размер соцвыплаты составляет 10 274 рубля. Жители второй зоны получают 8 651 рубль. В целом в текущем году предусмотрено 4 миллиарда рублей, и выплата уже осуществлена на 2,5 миллиарда рублей. Заявление можно подать в управление соцзащиты, также в МФЦ. Лично можно подать, но на сегодня 90% заявлений, как я уже сказала, поступает через единый портал, так как требуется только заявление, а остальные документы все собираются управлениями соцзащиты по межведу. В поселке Чекурдах Алайховского района началась разгрузка народно-хозяйственного груза с теплохода «Михаил Мальчиков». За эту навигацию в район доставили 27 тонн картофеля, 16 тонн капусты, по 4 тонны свеклы и моркови. Все овощи будут продавать населению по субсидированным ценам. После разгрузки Михаил Мальчиков отправится в соседний Абыйский район. Овощи, картофель, капуста, морковь, свекла, лук. То, что каждый год завозит в это время. Также пришли вещи людей, которые сдали посылки, это окна. Все мы делаем каждый год. Ипотека под индивидуальное жилищное строительство набирает популярность среди жителей Якутии. Вместе с тем, требования, которые сейчас предъявляют к заемщику банки, ограничивают круг лиц, которые могли бы стать потенциальными участниками программы. Подробности у Дмитрия Тымырова. Региональный оператор программы «Дальневосточная ипотека» агентство РИА с начала реализации проекта выдало своим клиентам более 30 миллионов рублей. И это несмотря на пандемию коронавируса. Ну, вообще по дальневосточной ипотеке в нашем агентстве за все время работы программы «Дальневосточная ипотека» выдано порядка 287 миллионов, из которых под строительство индивидуального жилого дома выдано на сегодняшний день около 32 миллионов. Ипотека под ИЖС среди жителей региона в последние годы начинает набирать популярность. Но несмотря на это, как отметил руководитель Министерства строительства республики, возведение частных домов сократилось в регионе на 8%, что существенно отразилось на рынок недвижимости. Программа, которая сейчас работает в республике, имеет ряд требований, и одно из которых – это заем недвижимости. Банк Дом РФ предъявляет такие требования к участникам. Это первая категория – это молодая семья, вторая категория граждан – это участники дальневосточной гектара программы. И есть залоговое обеспечение, то есть банк выдает кредит тем заемщикам, у которых в собственности уже есть квартира. Эта квартира передается в банк под залог. Именно этот критерий становится камнем преткновения участников программы, ведь у многих молодых семей нет своей недвижимости, соответственно, они отпадают. В июне месяце мы, как молодая семья, подали заявку в банк на 2%. И нам выдвинули условие, что мы должны будем предоставить в залог на сумму 10 миллионов, то есть в 2 раза больше взятой суммы. Соответственно, это должна быть какая-то недвижимость. Но так как мы молодая семья, и мы берем ипотеку, у нас нет таких ни домов, ни квартир, чтобы предоставить в залог. Также одна из проблем, которая вытекала с реализации программы, это нехватка земельных участков в Якутске. Молодые семьи просто не могут найти земли под ИЖС. Я долгое время искала землю, в итоге не нашла. Обращалась много куда. Земли есть, но попадающую под критерии банка нету. О том, что найти участки под программу «Ипотека под ИЖС» на территории города Якутска говорят и кредитные эксперты. Подходящих участков по городу не так много, как хотелось бы. И
цена, опять же, высокая. Отметим, чтобы сделать данную программу более доступной для жителей региона, власти Якутии на этой неделе провели ряд встреч с представителями банковской сферы, где обсудили вопросы упрощения программы как для самих банков, так и для жителей республики. Чтобы эта процедура для них была максимально облегченная, понятная, быстрая и такая несложная по прохождению документарному. И здесь очень важно, чтобы вот те проекты, которые мы сейчас видим, как разрабатываются, да, чтобы типовые проекты фондировались банками по ипотеке в ускоренном порядке. Отметим, сегодня на территории Якутии выдано более 12 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 9 миллиардов рублей. Якутия по-прежнему входит в тройку лидеров на Дальнем Востоке по выдаче ипотечных продуктов. Если власти региона решат данный вопрос, то увеличится не только возведение многоквартирных домов, но и всего частного сектора. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. Доля работающих россиян, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ, не превысит 1%. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Правительство рассмотрело проект закона о повышении НДФЛ до 15% для доходов граждан свыше 5 миллионов рублей в год. Ожидается, что документ будет принят парламентом в текущую осеннюю сессию. Глава ведомства подчеркнул, что для других категорий граждан условия обложения налогом на доходы физических лиц меняться не будут. Напомню, с инициативой повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 миллионов рублей в год выступил президент страны Владимир Путин. Это даст бюджету около 60 миллиардов рублей, которые будут направляться на лечение тяжело больных детей. Участники автопробега из Питера в Мирный на газомоторном топливе добрались до Уфы. Автомобили уже проехали более 2500 километров. В Уфе к колонии присоединился автобус «Нефас», который также работает на метане. Сегодня участники автопробега выехали в Челябинск. Завершится пробег 2 октября в Мирном. Всего автомобили на природном топливе пройдут более 8000 километров. К автопробегу мы присоединились вчера с набережных Челнов от фирмы «Раритек». Гоним вот этот прекрасный автомобиль, автобус «Нефас» на метановом топливе. Ну что, в 2 словах, автомобиль прекрасен. Сама разработка, конечно, именно по метану, активность двигателя, приемистость двигателя, ну и соответствующая экология. Это основные моменты на сегодняшний день, чего мы должны придерживаться. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.